Скоро возобновление поездов в Россию. Сколько будут стоить билеты и будут ли они доступны каждому? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете это и как обстоит обстановка с мигрантами в этой стране. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. С 16 августа начинается железнодорожное сообщение между Таджикистаном и Россией. Первый рейс отправится в Волгоград из Куляба, сообщил на пресс-конференции министр транспорта страны Азим Ибрахим. Министр напомнил, что из Душанбе поезд в Волгоград отправится 27 августа, а из Худжанда 7 сентября. Стоимость билетов пока не определена, но работа над этим вопросом продолжается, и цена будет известна в самое ближайшее время. Могу заверить, что она будет доступной для пассажиров, сказал министр. Отметим, что по предварительным расчетам цена билета на поезд Душанбе-Волгоград составит от 1400 до 1500 самани. Об этом заместитель начальника службы безопасности на поездах Хатлонского участка Таджикской железной дороги Заиршо Файзулоев сказал на пресс-конференции. Следует отметить, что до открытия железнодорожного сообщения между Таджикистаном и Россией осталось около 10 дней. Однако информации о стоимости билета нет, как и о самих маршрутах. На сайте российских железных дорог есть информация о возобновлении железнодорожного маршрута с Таджикистаном, но информации по ценам тоже нет. А при поиске онлайн-билетов на ЖД-рейсы из России в Таджикистан онлайн-сервисы выдают информацию, что поездов по данному маршруту нет. Движение поездов между Таджикистаном и Россией было временно прекращено 17 марта 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как вы думаете, действительно ли запустят поезда и сколько примерно будет стоить билет? Обманут нас, как всегда? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А в первом полугодии 2022 года расследовано 21 048 преступлений, совершенных иностранцами. Это свидетельствует о росте на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, 1685 преступлений за первые 6 месяцев этого года совершены нелегальными мигрантами. В прошлом году почти 8 тысяч преступлений были совершены трудовыми мигрантами, более 2,8 тысяч незаконными мигрантами. Всего в 2021 году правоохранительными органами расследовано 36 420 преступлений, совершенных иностранцами. Это почти на 6% больше, чем в 2020 году, сказал он. При этом Бастрыкин отмечает, что увеличились случаи совершения мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений, убийств, изнасилований, похищений людей, распространения экстремистских настроений. Он отметил, что преступления, совершенные мигрантами, не отличаются какими-либо специфическими чертами. Дезадаптация, длительное нахождение на территории иностранного государства, вдали от семьи, бытовая неустроенность и материальные трудности, социальная незащищенность – все эти факторы, психологически угнетая, провоцируют приезжего на поиски криминальных способов выхода из сложившейся ситуации, сказал он. По словам Бастрыкина, большинство преступлений совершается мигрантами среднего возраста, не работающими и не имеющими постоянного источника дохода. В основной массе это кражи, а также преступления против личности. Одним из обстоятельств, способствующих совершению преступлений трудовыми мигрантами, является низкий уровень их жизни, обусловленный привлечением к неквалифицированному и низкооплачиваемому труду, часто без оформления трудовых отношений, особенно в случаях с мигрантами-нелегалами. По его словам, неблагоприятной миграционной обстановке в стране во многом способствует именно нелегальная миграция. Следственные подразделения Следственного комитета активно участвуют в постоянно действующих спецгруппах и межведомственных штабах различных уровней, созданных для координации правоохранительной работы и оперативного пресечения деятельности экстремистских и террористических организаций, этнических организованных преступных сообществ и каналов незаконной миграции. Данное взаимодействие носит продуктивный характер и способствует выявлению и качественному расследованию преступлений рассматриваемой категории, отметил Бастрыкин. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, почему на самом деле это все происходит? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!